У нас в Казахстане все судьи, без исключения, назначаются президентом. Они привыкли служить, они не понимают, что такое независимость. Судебная система – это не та структура, где ты должен кому-то служить. Ты должен служить Конституции и закону. Если власть решила закатать правозащитницу в асфальт, то судья с удовольствием садится за руль асфальтоукладчика и выполняет свою работу довольно-таки усердно. Если бы мне было известно, я бы сразу их обоих повесил. Телефонным разговором Еркебаева Ербола со своей несовершенной дочерью, где он говорит: я свалила этого толстого мента, а вашу мать Шмару хотел там ее убить. Всех закопал, лишь бы мои ноги были. Всех женщин закопал бы. После суда Эльвира не поехала домой. Она поехала на конспиративную квартиру. Ее прячут, и мы вынуждены прятать ее. Тут президент, извините меня, из каждого утюга убеждает народ о том, что атомные электростанции это хорошо и надо строить, а тут, видите ли, какие-то граждане решили убедить весь народ, что это не так. Всем привет, меня зовут Лукпан Ахмедьяров, вы смотрите меня, как обычно, на канале «Просто журналистика». Я знаю, что среди зрителей этого видео будет немало людей, скорее всего, будет даже большинство тех людей, которые никогда в жизни не переступали порог зала суда. И надеюсь, что у вас никогда в жизни такой необходимости никогда не возникнет, особенно в Казахстане. Но именно потому, что вы живете в Казахстане, я советую вам досмотреть этот выпуск до конца, потому что сегодня у нас речь пойдет о институте судебной власти в Казахстане. На конкретных примерах, которые произошли на прошлой неделе и вот последние дни, мы хотим вам показать, что не так с судебной системой и как все это можно лечить. Прежде чем вы приступите к просмотру этого видео, я, как всегда, прошу вас подписаться на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Поставьте лайк под этим видео. Напишите после просмотра обязательно комментарий под этим видео, потому что все эти простые действия позволят YouTube рекомендовать наши видео другим пользователям, которые еще не подписаны на наш канал. Итак, последние 2 недели самые резонансные новости, которые обсуждало общество, они происходили в залах суда. Один из самых резонансных судебных процессов произошел аж 2 недели тому назад. Это административный судебный процесс над правозащитницей Бахаджан Турегожиной. Коротко пробегусь по предыстории этого дела. Бахаджан Турегожина 2 недели тому назад опубликовала пост в Фейсбуке, где она выразила тревогу по поводу состояния здоровья известного ультрамарафонца Марата Жаланбаева, которого осудили на 7 лет за то, что он пытался создать свою политическую партию. Он отбывает наказание в одном из исправительных лагерей в городе Степногорск. Так вот, Бахаджан Турегожина, основываясь на словах адвокатов, которые посещают регулярно Марата Жаланбаева, выразила тревогу физическим состоянием Марата Жаланбаева, потому что, по ее информации, Марат Жаланбаев после серии достаточно долгих голодовок практически привел свой организм к истощению, и она даже назвала такую цифру, как 45 килограмм. Она сказала, что Марат Жаланбаев похудел и вполне возможно весит 45 килограммов. Она не утверждала это точно, она просто сказала, что вполне возможно. Так вот, на ее пост обиделся Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, обиделся настолько сильно, что Бахаджан Турегожину вызвали в полицию, и там ей сообщили, что в отношении нее возбуждено административное дело по обвинению в распространении ложной информации. Что самое удивительное, ни Комитет уголовно-исполнительной системы, ни администрация колоний, опровергая слова Бахаджан Турегожиной, не привели никакие данные о физическом состоянии Марата Жаланбаева. Они просто сказали о том, что все, что пишет правозащитница, это неправда, что Марат Жаланбаев не весит 45 килограмм, но, правда, они же и не привели данных, так сколько же он на самом деле весит. То есть больше, меньше, непонятно. Ну и вот, это дело вот в таком виде дошло до суда. И несмотря на то, что Комитет уголовно-исполнительной системы и администрация колоний никакой информации, опровергающие данные Бахаджан Турегожиной, не привели, они прислали туда в качестве свидетеля участкового, который составлял материал, вот это вот административное дело в отношении Бахаджан Турегожиной. Свидетели защиты, они начали спрашивать у этого участкового: как вы поняли, что Бахаджан Турегожина, правозащитница, распространяет ложную информацию? Она не соответствует. Ну как вы узнали, что она не соответствует?
фото даже посмотрите, по фото. Ну при чем тут фото? При чем тут фото? Конкретный вопрос. Вы, ну хорошо, я формулирую его другим образом. Скажите, пожалуйста, а какими сведениями вы располагали о состоянии здоровья Марата Жумабаева до 23 июля? Вы лично. До 23 июля. Я прошу суд, я громко должна повторить, потому что говорить очень тихо. Господин Тойбаев, составивший рапорт, утверждает в суде, что до 23 июля, на момент составления, на момент того, когда он в результате мониторинга обнаружил публикацию Туригожиной, он не располагал никакими сведениями относительно состояния здоровья Жумабаева. В любой нормальной стране суд, скорее всего, привлек бы к ответственности самого сотрудника полиции, вот этого участкового инспектора, за его вот такие доказательства. А правозащитницу, скорее всего, освободили бы. Но это в любой нормальной стране. А в Казахстане все произошло наоборот. Судья административного суда города Алматы Бибигуль Шамшаева, она вынесла постановление, согласно которому правозащитницу Бахаджан Туригожину, несмотря на отсутствие доказательств ее вины, все-таки признать виновной, и Бахаджан Туригожину оштрафовали на 20 МРП, это около 80 тысяч тенге, которые Бахаджан Туригожина должна была, соответственно, выплатить как наказание. Да? Собственно, не в первый раз казахстанская Фемида показывает, что на самом деле она не такая уж и беспристрастная, что на самом деле на нее оказывается влияние, и на самом деле казахстанская Фемида очень сильно зависит от политического режима, который правит в стране. Ну и, соответственно, если власть решила закатать правозащитницу в асфальт, то судья с удовольствием садится за руль асфальтоукладчика и выполняет свою работу довольно-таки усердно. Как же так это возможно и можно ли это как-то исправить, мы решили поговорить с бывшим судьей, ныне адвокат, это Мурат Адам, достаточно известный человек в Фейсбуке, он всегда очень внимательно следит за всеми политически мотивированными судебными процессами в Казахстане. Ну и, соответственно, мы решили с ним поговорить, и вот его комментарий, давайте его послушаем. Мурат, можете ли вы как профессионал сформулировать вот этот запрос общества по отношению к судебной системе? Что с нашей судебной системой не так, что нужно бы в ней исправить? Лупан, я скажу вам так, что с нашей судебной системой, наверное, все не так. Ну, опять-таки, сразу подчеркну с самого начала, что такой клич нельзя кидать в отношении всех судей поголовно. К счастью, есть судьи принципиальные, честные, порядочные, и мне такие судьи тоже, слава богу, встречаются, поэтому я смею заявить, что есть судьи у нас, как раз-таки, которые отличаются от массы тех, про которых мы сегодня поговорим. Кстати, судебной системы, я думаю, что надо просто там ее полностью в корне, конечно же, менять, то есть ее нужно реформировать. И реформировать не так просто поговорили формально, что что-то будем делать, и забыли. Нет, нам не нужна реформа косметическая. Вот все, что мы видим на протяжении 35 лет нашей независимости, это реформа косметическая. Нам нужна настоящая капитальная реформа. И нужно ее начинать, прежде всего, с Верховного суда. До тех пор, пока в Верховном суде этой реформы не будет, у нас и будет, вот, скажем так, такой бардак, который мы на сегодня имеем в судебной системе. Какую бы я предложил реформу? Я предлагаю вообще, конечно же, если бы это было в моей власти, но это, конечно же, в первую очередь связано с нашей Конституцией. То есть нужно вносить соответствующие изменения в Конституцию, и нужно просто, наверное, полностью освобождать от занимаемых должностей и председателей всех судей Верховного суда и набирать на конкурсной основе новых судей, не замаранных в этой системе, не правоохранительной системе, соответственно, не из числа даже бывших судей, которые, в принципе, я, наверное, никогда не поверю, что они, соответственно, тоже будут отправлять свое правосудие независимо, беспристрастно, потому что все-таки какой-то отпечаток у них остается профессиональный, понимаете? Кому-то служить, потому что сегодня система такая, должен быть бастык. Вот они привыкли. А кто у нас с бастыком привыкает? Это все бывшие выходцы с органов прокуратуры, там, внутренних дел, в целом системы правоохранительных органов. Они привыкли служить, они не понимают, что такое независимость. Судебная система – это не та структура, где ты должен кому-то служить. Ты должен служить Конституции и закону. Так в Конституции написано. Ты подчиняешься только Конституции, только закону. И пока мы вот не обеспечим полную реформу путем освобождения всех судей Верховного суда, занимаемых должностей, мы никакой реформы не получим в судебной системе. Мурат, а когда мы говорим о независимости судебной системы, вообще судебной власти как таковой,
И, конечно же, вот, ну, лично я очень такой, не буду скрывать, я американофил. Я такой люблю американскую культуру, вообще все, что связано там, то, что я увидел. Я Но, тоже. да, Я тоже. и в частности, Мгм. я помню, когда я и был в Америке и смотрел различные фильмы, то же самое «Народ против Ларри Флинта», там «Гражданин Кейн» и так далее, и меня очень сильно удивляло, и я хотел бы видеть в Казахстане тех же самых избираемых судей. Возможно ли это в Казахстане, чтобы судьи могли избирать сами люди? Или это как по-другому должно выглядеть? Ну почему нет? Это у нас просто придумали, что это невозможно, это сложно. Ну, есть же у нас странные примеры. Та же Швейцария, если не ошибаюсь, по-моему, в Германии тоже судьи избираются. Поэтому, если у нас есть примеры, по которым действительно эта система давно уже опробирована, почему бы не избирать судей? Другое дело, что, может быть, общество не совсем у нас готово, да, постоянно заниматься и принимать участие в выборах, то акима надо выбирать, то депутатов надо выбирать, то президента выбирать, то тут еще и судей. И тем более и тогда еще, когда наш народ вообще в честность этих выборов и не верит. Я никогда не поверю, когда человек скажет, я верю в честность выборов. Никогда не поверю. Никто не верит в честность, прозрачность этих выборов. Кстати говоря, Лупан, вы сами с этим же столкнулись. Мы же вместе участвовали в машине парламента, только вы по Западно-Казахстанской области, я по Алмате. Поэтому, я думаю, не мне приходится вам это все объяснять. Поэтому, если у нас действительно показали бы примеры, что у нас есть электронная избирательная система, там все честно, прозрачно, через Каспи, предположим, да, и тому подобное, полностью Комитет национальной безопасности нам обеспечивает прозрачность, как говорится, да, безопасность, чтобы там, не дай бог, там кто-то не смог вклинуться и так далее. Тогда народ, конечно же, поверит. В чем проблема? Зачем нам эти учителя в школах и так далее и тому подобное? Все делается онлайн, просто там в заглаве киньте, проходят выборы судей по такому-то округу, там Западно-Казахстанская область, там Чигириловский район, там кандидаты там 2-3 человека. Либо там Западно-Казахстанская область, какие там еще, Аксайский район, да, ну, к примеру, я не знаю, покажите, там, господи, 2-3 человека, ну, там все знают этих людей, так они проголосуют, конечно же, что, проблема, что ли? Просто государству это невыгодно. Почему? Потому что им нужен управляемый судья, ручной судья. А управляемый когда? Когда он назначается, соответственно, президент. У нас есть судьи, за исключением судей Верховного суда, назначаются указом президента. Но это же не означает, что они управляемые, во всяком случае, по Конституции. Ты в любом случае, если ты принципиальный, честный судья, ты можешь показать язык, показать зубы твоему председателю. Я всегда, во всяком случае, по своему примеру скажу, когда я работал в судебной системе, я никогда не позволял председателю того суда, где я работал, просто каким-то образом на меня давить. Я все равно делал по-своему, соответственно, понимаете. Но это потом плохо все оборачивается для этого судьи, потому что судья, соответственно, становится, скажем так, оппозиционным, против него все отворачиваются, он становится просто изгоем в этой судебной системе, и, конечно, долго судья в такой системе проработать, конечно же, не может. Вот, поэтому единственное, вот, кого я могу привести пример, только, наверное, господина Асанова, когда он был еще председателем Верховного суда, какие-то реформы были сделаны. Он, конечно же, сам лично обращался к судьям по личной почте электронной, писал, что если какие-то у вас личные обращения, вы можете ко мне лично написать, обратиться, я всегда пойму, приму. И скажу, Лупан, это не голословно, я сам с этим столкнулся, я сам писал, я сам был принят на прием, и действительно человек помог. То есть он привлек к дисциплинарной ответственности и председателя суда, и председателя областного суда за вмешательство в управление правосудия. То есть такие факты были. И это мог сделать только господин Асанов. Что касается теперь вот нового председателя Верховного суда, я никогда не поверю, что это вообще возможно, потому что это не тот человек, который реально заинтересован в обеспечении независимости управления правосудия, потому что ему это не нужно. Ну вот, Мурат, мне бы хотелось, да, как бы по-дилетантски это не звучало, мне бы хотелось, чтобы система работала вне зависимости от персоны, которая сидит в кресле председателя Верховного суда. Будь то Асанов, либо кто-либо другой, а чтобы система работала на автомате. Понимаете? Да. Вот мы все, кажется, хотим вот этого, мечтаем об этом, да? И Ну, мы же видим, как там какой-то судья в Америке, да, спокойно заблокировал указ Трампа по тому или иному вопросу, да, ну, это же вообще шикарно. Мы даже себе представить такое не можем, что у нас такое возможно. У нас против акима района там побояться какое-то там решение выносить, не дай бог, а там против президента. Вы что? Конечно, ментальность другая, надо менталитет менять, однозначно. Чтобы менталитет поменять, я не знаю еще сколько нужно прожить лет, будем ли мы тогда с вами, Лупан, еще живы, но я надеюсь, что когда-то мы к этому придем, что-то изменится. Но надо начинать сейчас. судебный процесс над Бахаджан Туригожиной дал достаточно четко понять, что в обществе есть запрос на то, чтобы суд был независимым
и принимал свои решения, руководствуясь своей независимой позицией. Вопрос другой. От кого должен быть независим суд? И от чего? И каким образом эта независимость должна обеспечиваться? На все эти вопросы ответили еще давным-давно в Древнем Риме. Именно там было создано римское право, которое лежит в основе современного права юридического. Так вот, когда-то давным-давно в Древнем Риме люди пришли к всеобщему мнению, что судью ни в коем случае не должен назначать правитель. Судью нужно выбирать. Второй принцип – это принцип невиновности. Гласит он следующим образом, что никто не может быть признан преступником или виновным до тех пор, пока вина человека не будет доказана в суде, в независимом суде, еще раз повторяю, подчеркну. Ну и, наконец, третий принцип, который был создан в Древнем Риме, это принцип состязательности сторон в суде. То есть, так как все перед законом равны, будь то сенатор или обычный гражданин, которые пришли в зал суда спорить между друг другом перед судьей, для судьи оба этих человека абсолютно одинаково равны. И перед законом они абсолютно одинаково равны. Вне зависимости от социального статуса, от богатства, вне зависимости от происхождения, национальности, все люди равны перед законом. Таков был принцип состязательности в суде. С тех пор прошло уже больше 2000 лет. И вот в 21 веке в современном Казахстане власти изобретают свой правовой велосипед, и выглядит он следующим образом. У нас в Казахстане все судьи, без исключения, назначаются президентом. И именно президенту они обязаны своей работой, благополучием, бонусами, которые они получают, достаточно высокой зарплатой. И именно только перед президентом судьи чувствуют свою ответственность. Понятное дело, что в таком суде, когда судья знает, что все, что не нравится президенту, это преступление, а все, что угождает президенту, скажем так, и помогает укреплять его власть, это, в кавычках, законно, в таком суде, если вдруг сошлись в зале суда милиционер, полицейский, вернее, который нарушил при оформлении дела все возможные процессуальные права, и правозащитница, я думаю, что даже бабушка на скамейке может предсказать исход такого дела. Что, собственно, и произошло с Бахырджан Торегожиной. Но, как показывает практика, в Казахстане судьи могут быть зависимы не только от политического режима. В Казахстане, в Западно-Казахстанской области, на этой неделе закончился судебный процесс, который привлек достаточно большое внимание и который показал, что на самом деле судьи могут быть зависимы или подвергаться давлению не только со стороны политической верхушки, но и в том числе со стороны силовиков. В частности, речь идет о судебном процессе над Эльмирой Еркебаевой и Максимом Кузнецовым. Молодая женщина Эльмира Еркебаева долгое время жила со своим мужем, который подвергал ее домашнему насилию. Больше 20 лет она пыталась достучаться до правоохранительных органов, которые игнорировали ее обращение. Она несколько раз пыталась уходить от своего мужа, муж ее все время находил. Почему находил? Станет понятно, если вы поймете, что в криминальных кругах мужа Ербола Еркебаева обычно называют «черный Ербол». Это такой достаточно известный в криминальных кругах человек. И удивительно, что Эльвира Еркебаева пыталась несколько раз уйти. После этих безуспешных попыток уйти, после того, как несколько раз она подвергалась избиениям, один раз муж ее зимой выставил голой в подъезд, и 3 часа она провела абсолютно обнаженная в подъезде. Он ей угрожал ножом, несколько раз пытался ее убить, привязывал к батарее. После такой довольно-таки несладкой жизни Эльвира Еркебаева не нашла ничего другого, как просто исчезнуть из жизни своего мужа. В 2023 году она убегает из дома. У нее есть 2 детей, дочка, которой сейчас 16 лет, и сын, которому сейчас 12 лет. Тогда они были гораздо моложе, юнее. Так вот, она убегает из дома, снимает квартиру, и целый год в Уральске она скрывается на вот этой тайной съемной квартире. Выходит только по ночам, боясь, как бы днем ее никто не опознал. Ну и вот примерно через год к ней домой стучатся люди. Она открывает дверь и видит в дверях друга своего мужа Муслима Ундаганова. Муслим Ундаганов тоже ранее судимый человек. Он был судим в том числе за то, что создал и руководил организованной преступной группой.
После этого, естественно, Муслим Ундаганов, он пытается ее убедить, чтобы она вернулась к своему мужу, она не соглашается, но после этого именно Эльвира решила, что рано или поздно муж придет за ней. Ну, раз уж ее квартира стала явной для ее друзей, то она обращается к своему знакомому Максиму Кузнецову с просьбой, чтобы тот помог ей приобрести травматический пистолет. Подчеркиваю, травматический пистолет. Ну и вот полиция, которая все 20 лет на все обращения Эльвиры Еркебаевой отвечала своим летаргическим сном, узнав об этом, страшно всполошилась и возбудилась. Полиция Западно-Казахстанской области начинает оперативную разработку и находит ранее судимого Галиева, который вроде бы, они даже этому Галиеву дают пистолет, ну, неисправный пистолет Макарова, который он должен был продать Эльвире Еркебаевой. Ну и самое главное, они пытаются этого Галиева, вернее, не пытаются, а инструктируют этого Галиева, ранее судимого, чтобы он в разговоре с Эльвирой Еркебаевой или с Максимом Кузнецовым склонил их к тому, чтобы они согласились, чтобы заказать убийство своего, чтобы Эльвира заказала убийство своего мужа Черного Ербола. При этом заказчиком должны были выступить как бы Эльвира с Максимом Кузнецовым, а исполнителем Галиев готов выступить сам. Он говорит, что типа я готов его убить. Сразу скажу, Черный Ербол жив-здоров, ничего с ним не случилось, никто его не убил. Он и по сей день хорошо себя чувствует. А вот Эльвиру Еркебаеву именно на основании вот этих прослушек полиция в феврале 2024 года задерживает с помпой, там, со спецназом, с автоматами, со всеми делами. И начинается уголовное дело. Эльвира Еркебаева помещается вместе с Максимом Кузнецовым в следственный изолятор. 14 месяцев, более 520 дней они провели в следственном изоляторе. Начинается суд присяжных, и вот когда уже суд доходит до своего финала, до прений, прокурор, гособвинитель и судья, видя, что присяжные склонны оправдать Эльвиру Еркебаеву, они распускают коллегию присяжных, собирают новую коллегию, начинает суд по новой. И вот этот уже второй суд присяжных на прошлой неделе вынес свой вердикт. Эльвиру Еркебаеву и Максима Кузнецова признали невиновными по обвинению в том, что они хотели якобы заказать убийство своего мужа. То есть в этой части их вина не была доказана для присяжных. Присяжные сказали, мы не признаем их виновными. Но судья перед самым уходом присяжных в совещательную комнату поставила другой вопрос. А виновны ли Кузнецов Максим и Эльвира Еркебаева в том, что они хотели незаконно приобрести оружие? Ну, естественно, присяжные ответили на этот вопрос «да», виновны. И суд вынес свой приговор. Эльвира Еркебаева и Максим Кузнецов были приговорены к 3 годам лишения свободы условно и выпущены в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу. Казалось бы, хорошая новость. После стольких мучений Эльвира Еркебаева наконец-таки оказалась на свободе вместе с Максимом Кузнецовым. Абсурдное, шитое белыми нитками обвинение развалилось и оказалось недоказанным. Можно только порадоваться. Но на самом деле у этого приговора есть достаточно неприятные последствия. В частности, о том, какие последствия ждут теперь Эльвиру Еркебаеву даже на свободе, почему Эльвира Еркебаева даже на свободе находится в большей опасности, чем в тюремной камере, мы решили поговорить с Диной Смаиловой, основательницей фонда «Не молчи, Казахстан», которая тоже внимательно следила за этим судебным процессом. Она помогала собирать деньги на оплату работы адвокатов для Эльвиры и для Максима. В общем, Дина очень в курсе всей этой темы, и поэтому мы решили с Диной поговорить на тему о том, что же не так в казахстанских судах, когда дело доходит когда в суды приходят вот такие вот дела, но в частности дело Эльвиры Еркебаевой. Давайте послушаем Дину. Для начала скажу так. После суда Эльвира не поехала домой. Она поехала на конспиративную квартиру. Ее прячут, и мы вынуждены прятать ее. И это действительно настолько опасно, что человек даже не смог вернуться домой. И она находится на конспиративной квартире. Мы сейчас будем искать возможность обезопасить ее сейчас положение. Кроме этого, мы опасаемся за жизнь и безопасность Кузнецова Максима, потому что прямо в зале суда Ербол Еркебаев пришел, сказал: отдайте мне его, я сам разберусь, я знаю, что делать. Ну, то есть Ербол угрожал, не стесняясь, он прямо в зале суда угрожал, что будет расправляться.
И, конечно, вот это его заявление, что я не считаю себя потерпевшим, он не хочет быть потерпевшим, он хочет быть карателем. И мы тоже можем говорить таким же образом, языком, как говорит прокурор, что когда Ербол говорит «я не потерпевший» и не признаю себя потерпевшим, он говорит «я не собираюсь ничего терпеть, я буду наказывать Эльвиру, буду наказывать Кузнецов». Мало этого, прокурор на своих прениях зачем-то сказал такую фразу: как эта женщина домашняя оказалась в компании с Кузнецовым, кто он такой. То есть он начал намекать на то, что между ними есть какие-то отношения. И меня это больше всего возмутило, потому что он прекрасно понимает, что Ербол — это такая спичка вспыхнувшая. Ага, даже прокурор об этом говорит, значит, мы можем уже. У нас есть причина и повод наказать Эльвиру и наказать Кузнецова. То есть вот это подстрекательство со стороны прокурора, оно вообще было недопустимо на прениях. Абсолютно непрофессионально было выступление прокурора. И вот мы сейчас пожинаем вот эти плоды. По закону, да, вот ее ситуация, она подлежит тому, чтобы ее сейчас взяли под охрану на конспиративную квартиру, обеспечили ей полную безопасность. Ербола должны в отношении Ербола возбудить уголовное дело и начать расследование, да. Но я вижу, что правовые инструменты не работают в этой части. И Эльвира, наоборот, будет подвергаться вот такому со стороны полиции полному надзору. И как действительно после этого нам доверять? Та самая полиция, которая сфабриковала дело против Эльвиры, та самая полиция, которая не защитила ее, когда она просила помощи, она сейчас должна над ней установить пробационный контроль. И это, конечно, возмутительно. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы ее, во-первых, перевезли в другой город, закрепили там пробационный контроль в другом месте. Ну и, соответственно, я надеюсь, что все-таки будут оспаривать решение суда. Потому что я считаю, что вообще не должны были никакого приговора выносить. Почему? Потому что суд элементарно не поставил вопрос перед присяжными о том, что Эльвира приобретала оружие хоть и незаконно, но вынужденно. Почему? Потому что ей не обеспечили защиту государства, она была в тяжелейшем психологическом состоянии, никто вообще не сослался ни разу на психологические экспертизы, которые были предоставлены, прекрасные экспертизы. Никто вообще не сослался на показания свидетелей, которые говорили о том, что она была в тяжелом психологическом состоянии, сидела на антидепрессантах. Никто не ссылался на экспертизу филологическую, которая доказала, что вообще не было преступления, что ее провоцировали к преступлению. То есть почему-то экспертизы полностью проигнорировал прокурор в своих прениях, просто закрыл глаза. А сама ситуация вокруг Эльвиры, что она совершила 2 попытки суицида и потом 10 месяцев была в добровольном заточении, она как раз об этом и говорит, что ситуация была безвыходная. И приобрести оружие она имела право, потому что ей не обеспечили защиту ни государство, никто вообще не смог ее защитить, абсолютно проигнорировав ее права. У нас, получается, остается безнаказанный судья, которая вот это все, на все это закрыла глаза беззакония, да, и все-таки приговорила, нашла вину Эльвиры. Она искала эту вину, и она ее нашла. Она не знала, как наказать Эльвиру. Она нашла вину и посадила женщину за хранение оружия. Да? Ну, простите, если вы задаете такой вопрос, этот вопрос она поставила в последний момент, вчера, его не было. Он появился только вчера, когда она уже почувствовала, что присяжные могут оправдать Эльвиру. Она, чтобы не было полностью оправдательного приговора, в последний момент находит этот вопрос о том, что законно ли было приобретение оружия или незаконно. Вопрос о том, что Эльвира, у нее не было другого выхода, она даже не ставила. Да? Ну и вот к чему мы и пришли, что это решение суда я считаю абсолютно незаконным, несправедливым, потому что дело абсолютно доказано было, что Эльвира была в очень тяжелой опасной ситуации. И самое обидное, что когда прокурор на прениях говорит, даже рискуя жизнью, вы должны были остаться со своими детьми. Ну то есть как? То есть вы нам создаете все условия для того, чтобы рисковать жизнью женщины, и мы должны остаться со своими детьми. Но потом вы сами своим решением считаете неполноценными присяжными тех женщин, которые подвергались домашнему насилию.
Это вообще полный абсурд. То, что нес прокурор, за это тоже, я считаю, надо привлекать. Вот этот непрофессионализм повсеместный, он никогда никем не наказывается. И будет он повторяться. И вот это самое возмутительное. Сейчас там Токаев не инициировал какие-то законы, какие-то у нас новые статьи пришли, какое-то очень суровое наказание там педофилам, пожизненный срок. Но это все до сих пор поощряется в правоохранительной системе. У нас тысячи педофилов на свободе. Тысячи. И мы каждый день добиваемся какого-то там справедливого решения в отношении этих преступников, чтобы другие не пострадали. И мы не можем это, потому что это поощряется системой. А внутри системы такой бардак, никто абсолютно не хочет этим заниматься. Такое впечатление, что вся силовая структура, все суды, следствия, прокуроры, они не подчиняются президенту. У них свое государство, свой президент, и они там у себя варятся. И мы, получается, как отдельное государство. Казахстан куда-то там стремится, да, мы там что-то строим, школы строим, там что-то с экономикой происходит, да, и тут раз, и правоохранительная система вообще как будто бы вне Казахстана. А вот о том, что было во время самого судебного процесса, как выстраивались допросы свидетелей, подсудимых, что становилось известно во время судебного процесса, и почему на самом деле у этого приговора нету другого продолжения, мы решили поговорить с адвокатом Эльвиры Еркебаевой, с Тамарой Сарсеновой. Тамара Сарсенова считает, что на самом деле у этого приговора должно было быть обязательное дополнение. Это так называемое частное определение в отношении тех людей, которые причастны к фабрикации этого уголовного дела. А о том, что оно сфабриковано, об этом достаточно недвусмысленно дает понять сам приговор. Если присяжные пришли к выводу, что по обвинению приготовлении к убийству оба подсудимых невиновны, то получается, что уголовное дело сфабриковано и сшито белыми нитками. Более того, само уголовное дело, само преступление, которое инкриминировалось Эльвире Еркебаевой, Максиму Кузнецову, оно было спровоцировано, а согласно Уголовному кодексу, провокация уголовных преступлений – это запрещенная деятельность, никому нельзя это делать, совершать. Так вот, соответственно, Тамара Сарсенова в разговоре с нами, она ставит вопрос о том, какие дальнейшие еще должны были быть судебные акты, быть приняты судьей, когда она выносила приговор в отношении Эльвиры Еркебаевой. Давайте ее послушаем, там очень много интересного. Сам факт того, что суд не мог осудить ее, даже с участием присяжных, за приготовление к убийству, это говорит о том, что здесь имела место провокация. Провокация преступления. Это тяжкое преступление. И субъектом здесь являются сотрудники правоохранительных органов, которые расследовали или были причастны как оперативные работники. Поэтому, конечно, для нас это очень удивительно, что суд просто-напросто, даже с учетом того, что здесь привлечение Галиева киллером было совершено в рамках несуществующего уже закона, исключенного уже 6 лет назад, и то, что суд никак не отреагировал на это, для нас, конечно, тоже это большой вопрос. Для меня, как юриста с большим стажем, большой практикой, для меня это очень и очень непонятно. Оправдание присяжных, признание Еркебаева и Кузнецова в менее тяжком преступлении и фактическое оправдание их за приготовление к особо тяжкому преступлению обязательно должно было повлечь частное постановление суда об этих всех фактах с обращением внимания не только прокурора области и не только начальника департамента полиции, а министра внутренних дел и генерального прокурора, поскольку разработка осуществлялась первая сотрудниками центрального аппарата МВД. Как вам известно, и в сети, на сайтах «Не молчи» неоднократно крутилась запись разговора сотрудника Азике, Азамата, которого Галиев при допросе называл куратором своим, о том, как они будут пилить деньги. Вы же половину у меня изымите потом. Вы мне обещали в Астане еще выплатить. Это в силе? То есть вот эти вещи остались вне внимания суда. А это страшные вещи. Не только провокация преступления, здесь должностные деяния, превышение должностных полномочий.
провокация преступления, вовлечение суда простого гражданина, пусть даже опасного рецидивиста. Это все охватывается рамками уголовного преследования. Все находится в орбите уголовного преследования, и на эти все деяния есть статьи. Ну да. Но суд никак не отреагировал на эти вещи, и вот таким образом, как говорится, вот кто-то написал из комментаторов, волки сыты, овцы целы. Тамара, кстати, я когда слушал, там, когда еще разрешали журналистам записывать видео в зале суда, я помню то памятное заседание, когда онлайн участвовал Ербол Еркебаев. И я помню вот хронологию вот этого судебного заседания и его реплики и в адрес Эльвиры, и в адрес там Кузнецова. Ну, когда он, в частности, говорил суду, у меня претензий нет, отпустите их, я сам с ними разберусь. И, в частности, реплики в адрес адвокатов. Я порылся в Уголовном кодексе, и я обнаружил, что, оказывается, в Уголовном кодексе есть статья, которая так и называется «Угрозы». То есть угроза физической расправы, которую человек озвучивает публично, тем более в зале суда, это тоже, оказывается, преступление, которое предусмотрено в Уголовном кодексе. И вот в данном случае правильно, я понимаю, что, еще раз повторюсь, я не юрист, я просто прочитал Уголовный кодекс. Тамара, правильно ли я понимаю, что Ербола можно привлечь к уголовной ответственности хотя бы по этому факту? Это видео стало достоянием общественности, потому что журналистам тогда еще разрешали. После вот этого заседания, когда судья сделала мне замечание о том, что это я, оказывается, провоцирую потерпевшего, задаю ему неприятные вопросы, при том, что он выражался нецензурной бранью в отношении меня, в отношении Кузнецова, выражал открытые угрозы адвокату Абуеву. Ты кто такой, я с тобой потом разберусь. Это все было в судебном процессе. Более того, он вот так вот сказал. Если бы я их сам нашел на этой квартире, я бы их обоих повесил бы. Прямая угроза Кузнецова и прямая угроза Еркебаева. Ну, вот, кроме того, что был большой всплеск возмущения от общества, от населения, почему это позволяется, при том, что за плевок сейчас на улице может быть оштрафован любой гражданин, за окурок выброшенный не там, может быть, но вот прямые угрозы и мат все равно вот как-то это проглотил судом. Хотя, на мой взгляд, Никаких, суд должен был принципиальность да, проявить и привлечь его к ответственности. Никаких мер не было принято судом, кроме как привлечь его к администрации. Это через 3 месяца после каждого нашего выступления о том, что его необходимо привлечь. Вот это нах, зах, это все было у нас все в открытом суде. Ему было все позволено. На второй процесс он подключился лежа в майке. Лежа в майке он лежал. И мы были вынуждены задавать ему вопросы в таком виде. И суд не сделал замечания, суд не призвал его. Ничего подобного. Он релаксировал лежа в нижнем белье. Плюс ко всему считал возможным угрожать свидетелю Масленниковой. Это тоже было записано на выезд туда. Более того, после того, как перерыв закончился, 3 часа подключили этого же свидетеля Масленникова, она открыто заявила, что во время перерыва обеденного Еркебаев Ербол успел позвонить ее супругу, нашел его телефон и сказал: закрой рот своей бабе. Мало того, что он угрожал ей в суде, в открытом суде, он успел умудриться во время процесса найти телефоны супруга ее, угрожать. Я озвучила в судебном заседании через 5 месяцев сообщение Масленниковой мне, где она пересылает его угрозы в ее адрес. Зная, что она будет повторно допрошена при новом составе присяжных, он открыто ей пишет. Мужу пишет и ей пишет: закройте все свои рты в нецензурной форме. Это было мной озвучено в суде при допросе Масленниковой. Она подтвердила, что угрозы продолжают поступать. Это угроза свидетелю. Но никакой реакции опять суда не поступило. Получается, все, что происходило в рамках этого уголовного расследования, которое якобы полиция там расследовала и так далее и тому подобное, то есть здесь все действия причастных к этому людей,
они подпадают под разные статьи Уголовного кодекса. Ну, и можно собрать отдельные еще несколько уголовных дел в отношении различных должностных лиц, и в том числе самого Ербола Еркебаева. Обязательно, безусловно. Я вам даже далеко не надо ходить. Лукпан, в судебном процессе дважды были допрошены при разных составах присяжных участковые Расикеев и Дербисали. Это те, которые в период действия защитного предписания пошли с Еркебаевой Эльвирой забрать ее вещи просто и забрать ребенка, который ей принадлежит по решению суда 2013. Что произошло? Участковые были избиты. Кем? Еркебаевым Ерболом. Избиты были. У сотрудника по делам семейно-бытового насилия по имени Салтанат была разорвана обувь. Он ей порвал обувь. Разбил ей телефон, просто выхватил. На их глазах он схватил Эльвиру и припечатал ее, вырвав клок волос, припечатал ее к бетонной стене лестничной площадки. За ней гнался, это безногий инвалид, руки сильные, по 40 килограмм тягает. На руках он мчался по лестнице, догнал ее. Участковые ее не спасли. Что произошло у нас в суде? Под клятвой не говорить неправду, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, участковые наотрез отрицали этот факт. Этот факт был подтвержден свидетелем Масленниковой, которая на крики Еркебаевой Эльвиры и на этот скандал прибежала с соседнего подъезда. Это чужой человек, свидетель. Этот факт избиения участковых Еркебаевым Ерболом, избиения у них на глазах Еркебаевой Эльвиры в период действия защитного предписания, повреждение имущества инспектора по делам семьи. Это все было подтверждено показаниями матери Еркебаевой, несовершеннолетней девочки Еркебаевой, Амиры, и самой Еркебаевой. Телефонным разговором Еркебаева Ербола со своей несовершенной дочерью, где он говорит: я свалил этого толстого мента, а вашу мать Шмару хотел там ее убить. И девочка отвечает: ну ты же ее затаскивал в квартиру, ты же ее бил там. И он сам это не отрицает. Все вот эти доказательства были в деле. Факт дачи ложных показаний, факт дачи, даже не был зафиксирован судом. И не была дана юридическая оценка этому? Не была дана юридическая оценка. Далеко ходить не надо. Они должны были быть привлечены к уголовной ответственности за дачу ложных показаний в суде, поскольку они дали клятву, подписались за нее. Доказательства, что эти факты произошли, что эти обстоятельства, сопротивление работникам полиции, нанесение им повреждений, причинение имущественного вреда сотрудникам полиции при исполнении ими должностей. Это 380 статья, 379 статья. Много статей на Еркебаева Ербола и много статей на сотрудников полиции, которые укрыли этот факт. Продолжаем судебную тему. На этой неделе в Алматы завершился достаточно интересный судебный процесс, который тоже обсуждали многие. Это процесс над 5 гражданскими активистами города Алматы, которые осенью прошлого года, 2024 года, во время подготовки к референдуму, если вы помните, в прошлом году мы все решали вопрос, нас пригласили на избирательные участки проголосовать на референдуме и ответить на вопрос, согласны ли мы с тем, чтобы в Казахстане строилась атомная электростанция. Так вот, тогда группа алматинских активистов прочитала закон и увидела, что в законе есть, оказывается, такая норма. Там черным по белому написано, что граждане Республики Казахстан имеют право агитировать как за, так и против кандидата на должность депутата, маслихата, парламента, кандидата на должность президента, если это референдум идет. То есть граждане Казахстана имеют полное право вести такую агитацию. Ну и вот они воспользовались этим правом и решили агитировать против строительства атомной электростанции. Как агитировать? Естественно, там писать посты в соцсетях, напечатали листовки, клеили их на тех же самых счетах, где была агитация за атомную электростанцию, они клеили свои листовки против атомной электростанции. Вполне разрешенная законом деятельность. Но
В администрации президента Токаева, видимо, решили, что это не есть хорошо. Тут президент, извините меня, из каждого утюга убеждает народ о том, что атомные электростанции это хорошо и надо строить, а тут, видите ли, какие-то граждане решили убедить весь народ, что это не так, совершенно обратно. Ну, естественно, вот эта отмашка из администрации президента, ее увидели в полиции, и сразу после референдума около десятка граждан Алматы были задержаны по обвинению в том, что якобы они в день референдума планировали массовые беспорядки. Если вы хорошо помните, никаких беспорядков на самом деле не было. Ни во время референдума, ни после него. Но, тем не менее, полиция возбудила именно вот такое уголовное дело без отсутствия ввиду отсутствия самих беспорядков, тем не менее, обвинила вот этих гражданских активистов в том, что они якобы замышляли такие беспорядки. На прошлой неделе суд закончился, судья Алматинского суда вынес приговор. 5 человек, которые предстали перед судом, подсудимые, которые были арестованы на время следствия. Суд приговорил всех 5 подсудимых к 4 годам ограничения свободы и выпустили их из зала суда. Казалось бы, опять-таки, можно порадоваться, люди на свободе. Но на самом деле там не все так гладко и не все так хорошо, как казалось бы. В частности, об этом мы решили поговорить с адвокатом одного из подсудимых, вот этих 5 гражданских активистов, Жанарой Балгабаевой, известным адвокатом, который тоже специализируется на таких политически мотивированных делах. И мы, Жанар, естественно, задали вопрос: Жанар, как вы считаете, этот приговор – это победа или не совсем победа? Действительно абсурдно дело, поскольку в период, когда был объявлен референдум, привлекать людей и в основу обвинения ложить листовки, которые были против строительства атомной электростанции. Этот период как раз, когда конституционным законом о референдуме было разрешено голосовать и выражать свое мнение как за референдум, как за по текущему вопросу, как за, так и против. Вот мои подзащитные, пользуясь своим правом, собрались несогласные и собрали деньги и готовили листовки. Еще раз повторяю, что закон о референдуме позволяет это делать, и как раз они это делали в установленные законом сроки. Единственный недостаток был в том, что разрешено делать это тем, кто официально был включен в списки, аккредитацию прошел, они могли бы, может быть, я неправильно выразилась, тем имели право это сделать. Но за это предполагается административная ответственность и не больше. Я считаю, что мои подзащитные незаконно, необоснованно привлекались по этой статье. И также в обвинение было положено то, что они якобы участвовали в экстремистской организации. По этому поводу были отдельные допросы, дело было выделено в отдельное производство, и обвинение по участию в экстремистской организации было снято. А как же норма закона, которая говорит, что каждый из нас имеет право агитировать как за, так и против, без всяких ограничений? Вот как раз на вот этих аргументов и строилась моя защита полностью. Я и говорила это в прениях, мы и на стадии досудебного расследования говорили, что это было их право. Конституционный закон о референдуме говорит, что это было их право голосовать как за, так и против. Их не имели права за это привлекать. Я больше скажу, сейчас в отношении еще одних граждан, досудебное расследование начато по статье 179. И вот так вот приглашают людей, и тоже вопрос ключевой. А вы готовили листовки? Собирали ли деньги на листовки голосовать против, АЭС? Вот, понимаете, это еще таким тоном, а вот вы это делали, вы знаете, и человеку, которому задают этот вопрос, становится страшно.
А может быть, я это не имел права сделать. И вот если когда человек идет без адвоката, он может сказать там, да, я это не я, или там что-то такое, там, или вот чувствовать себя виноватым. А вот люди, которые знают свои права, и он говорит, да, я где-то делал, я на это имел право. И вот, к сожалению, знаете, можно поставить вопрос так, и как вот любят наши представители власти, в том числе и прокуроры, даже своим тоном, там, своим поведением криминализируют совершенно такие действия, которые подпадают которые являются правами граждан. Я не знаю, что сказать, я не знаю, и вот в данном случае, да, когда я привыкла участвовать, к сожалению, я привыкла участвовать в таких делах, когда без наличия состава правонарушений человек подвергается самому строгому наказанию, да, и вот даже в такой ситуации этот приговор обществом был воспринят, знаете, как вот победа, что, слава богу, хоть не посадили, вот знаете, это вот как общество наше говорит, вот самое главное, нет войны, спасибо и на этом. Вот это как бы из той категории, что вот спасибо, что их хоть и не посадили. Понимаете, я была рада, что мои подзащитные на свободе, с одной стороны, но с другой стороны, а чему радоваться? Они и так не должны были на свободе, должны были быть на свободе. Их и 11 месяцев не имели права держать. На ваш взгляд, вот такое использование судов исключительно в политических целях, как инструмент политических репрессий, использование суда для политически мотивированных дел, чем это чревато для казахстанского общества? Я не ставлю вопрос для казахстанских властей, понятное дело, что и это как раз-таки в их интересах, а вот для нас, чем это чревато, если мы будем все так же с этим мириться и думать, ну, Худай Ашикур хоть не посадили? Это ведет к тому, что люди просто будут бояться говорить, выражать свое мнение. Люди не доверяют государству и не доверяют там, третьей ветви власти. Я считаю, что у нас приезжал спецдокладчик по мирным собраниям Майнак Яй, и я очень люблю его цитировать, когда он говорит, что в интересах правительства предоставить возможность инакомыслящим выражать свое мнение и разрешать мирные собрания. Именно в таких моменты государство может услышать чаяние народа, услышать голос народа. Если власти не будут предоставлять возможность инакомыслящим выражать свое мнение, если власти не будут предоставлять возможность через митинги, через референдум предоставлять возможность выражать свое мнение гражданам, это может привести к экстремистской идеологии, и это очень страшно и опасно. И использовать суд как рычаг давления, я считаю, это тоже небезопасно, и это не приведет Казахстан к развитию, и тем самым очень сильно теряется доверие к власти в целом. Напомню, в казахстанских судах давным-давно правозащитников и журналистов не удивить такими приговорами и такими делами. Если во всех обычных странах такие абсолютно бездоказательные уголовные дела попросту не могли бы дойти до суда, то в Казахстане они доходят, более того, рассматриваются и выносятся даже обвинительные приговоры, как вот в тех примерах, о которых мы рассказали. Ну, естественно, нам стало интересно, а вот это вот такое вот помутнение рассудков в казахстанских судах, оно носит временный характер? Или это всегда так было? И, может быть, будет продолжаться еще долго? А если нет, то есть ли лекарство от этого? Можно ли это как-то лечить? Обо всем этом мы решили поговорить с известным правозащитником Евгением Жовтисом, который занимается правозащитной деятельностью, наверное, ну, чуть не с первых лет казахстанской независимости. Мы задали ему вопрос: Евгений Александрович, лечится ли это? И что для этого нужно? Ну вот давайте послушаем Евгения Александровича. Он рассказал массу интересных вещей. Евгений Александрович, а исходя из вашего опыта и вашей компетенции, потому что вы еще и международный опыт хорошо знаете, если бы у вас была возможность реформировать казахстанский суд по-настоящему, то в чем нужно реформировать суд по-настоящему, чтобы он действительно был независимым? Ну, во-первых, я скажу так, что не все реформы были абсолютно тщетными.
они все-таки свою функцию и роль играют. Там, где нет политического компонента, там вполне все двигается. Ну, давайте скажем, о винальных судах вы уже упомянули. Они очень большую роль сыграли. И вся ювенальная юстиция большую роль сыграла. Я все время привожу эти цифры. Начало 90-х годов, начало 2000-х годов в Казахстане было 6 колоний для несовершеннолетних, и в них сидело больше 1000 человек. Сейчас у нас одна в Алма-Аты, и в ней меньше 40. Это результат 20-летней работы ювенальной юстиции, ювенальных судов, ювенальной прокуратуры, специализированных прокуроров, адвокатуры ювенальной. Это очень хороший был шаг. Появились административные суды, как бы они ни были. Они все-таки уже, применяя административно-процессуальный кодекс, должны переходить на уровень презумпции виновности государства. И обязанности государства себя защищать. И как бы отставить свои права, а не просто по факту того, что оно государство, это гражданин, оно всегда выигрывает. Нет, это все играет определенную роль. И особенно если это судьи профессиональные, грамотные и так далее. Просто они ставятся в положение определенной системой, и в политических вопросах просто нет. То есть там шаг вправо, шаг влево, расстрел. Поэтому в этом смысле нельзя сказать, что они абсолютно никакой роли не играют. И кассационное, и восстановление института Конституционного суда, как бы там ни было. Все равно это шаги вперед, но в очень узком политическом коридоре. В очень узкой возможности что-то действительно по существу качественно реформировать. И именно из-за этого это так же, как и с полицией, с тюремной системой, с прокуратурой, я здесь не вижу каких-то технических и даже персональных изменений, которые бы могли качественно улучшить систему. Качественно улучшить система может только тогда, когда изменится политическая система. Потому что независимый суд, он востребуется оппозицией, независимыми СМИ, гражданским обществом и обществом в целом, когда что-то меняется в этом плане, когда появляется ощущение политической субъектности общества, когда оно хочет справедливости и законности, и оно может этого каким-то образом добиваться. Я говорю, что когда в стране появятся оппозиционные политические партии, там хотя бы 30% парламента будет политическая оппозиция, на улицах, на мирных митингах перестанут винтить сразу же. Сразу же на этом все закончится, потому что будут бояться, что завтра маслихат просто снесет этого начальника полиции и прочее. Потому что это их избиратели, которые будут требовать, почему нас тут винтят. То есть это системная вещь, политическая. Улучшать, конечно, можно. Да, еще один момент, очень его не упомянул, цифровизация. Она сыграла тоже большую роль. Вот эти вот возможность электронного документооборота, хотя я не очень люблю онлайн-суды и считаю, что это нарушает право быть судимым лично и нормально, с учетом нашей все-таки возможностей зума там или других каких-то технических возможностей. Это неправильно, что это у нас стало главным онлайн-суды. Я понимаю, что судьям это удобно, но это создает проблемы для открытых судебных процессов, и это нарушает права, с моей точки зрения, подсудимых, особенно кто находится под стражей и хочет консультироваться со своим адвокатом, адвокат на другой трубке находится. Тут много разных вот этих проблем. Поэтому что-то тут тоже можно улучшить, изменить, но ключевое, так сказать, Кощеева игла – это исключительно в политической системе. Изменение политической системы востребует независимый суд. И тогда и с точки зрения профессионализма, и с точки зрения самоощущения судебной системы. Вот, и я могу сказать, что даже по примеру Грузии, что вот я задавал своим коллегам при Саакашвили вопрос, когда там было реформирование судебной системы, и они говорили, что, к сожалению, за исключением нескольких членов Верховного суда, всех судей надо менять. Просто, потому что они носители вот этого менталитета, этой психологии. То есть пока это не заметишь, пусть лучше будут просто бывшие коммерческие юристы, бывшие преподаватели юридических вузов, выпускники юридических факультетов, пусть без судебного опыта. Но это значительно лучше, потому что это создает доверие и меняет парадигму, меняет просто подход к тому, что такое независимое правосудие. Нам, конечно же, до чертиков это всем надоело. Нам всем хотелось бы, конечно же, читать другие новости про нашу страну и про события внутри Казахстана. Уверен, что многие из вас хотели бы прочитать, допустим, новость о том, что
В Казахстане суд выпустил на свободу и оправдал незаконно обвиненного человека, в отношении которого сфабриковали уголовное дело, там, да, а всех виновных посадили на скамью подсудимых там, или в следственный изолятор. Нам всем хотелось бы, может быть, прочитать там новость о том, что суд отменил какое-нибудь постановление правительства, что Конституционный суд признал там незаконным перевод всей страны на единый часовой пояс. Мы хотели бы этого, но, к сожалению, пока что ждать этого не приходится. Но нам хотелось бы иметь независимый суд. Я понимаю, что многие из вас, конечно, сейчас пожмут плечами и скажут: Лукпан, ты сейчас сильно бредишь. Но такого, мол, не бывает. На самом деле бывает, и даже не обязательно, чтобы страна при этом была с достаточно такой многолетней, многовековой историей своей демократии. Это бывает и в странах с достаточно молодой демократией, как, например, в Южной Корее. В Южной Корее именно сейчас в камере следственного изолятора находится бывший президент страны Юн Сок Йоль, который зимой прошлого года пытался узурпировать власть. Он объявил в стране военное положение. Ну, в отличие от своего коллеги из Казахстана, Юн Сок Йоль не бредил никакими там 20 тысячами террористов, не отдавал приказ стрелять без предупреждения и на поражение. В танки и броневики в столицу никто не вводил, он просто это ляпнул, по большому счету. Но, тем не менее, этот ляп ему дорого обошелся. Независимый от президента Конституционный суд Южной Кореи признал этот указ о введении военного положения в Южной Корее от президента незаконным. Независимый от правительства и от президента уголовный суд позже выдал ордер на арест президента, пусть и бывшего уже, да, как бы на тот момент, его сместили с власти после этого довольно-таки дикого указа. И независимый от президента и от правительства суд теперь будет судить теперь уже бывшего президента Южной Кореи. Еще раз подчеркиваю, во всех случаях речь идет о независимом суде. И это стало возможным только лишь благодаря тому, что суд абсолютно был независим от власти. Я рассказываю все это так подробно, вот то, что Конституционный суд Южной Кореи, он независим от президента, что уголовный суд независим от президента и от правительства, и такой вот уже суд, который будет судить Юн Сок Йоля, тоже как бы абсолютно независим. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что я предлагаю вам сравнить. Вот смотрите, есть страна, в которой есть абсолютно независимый суд. И в этой стране, как только появилась даже попытка узурпировать власть, без единого выстрела, без единой потерянной человеческой жизни, тут же судебная система восстановила закон и порядок. В стране, где только что вот человек был у власти, его признают нелегитимным, его отстраняют от власти и отдают под суд. Все это стало возможным благодаря тому, что есть независимый суд. И для сравнения есть вот другой пример, наш казахстанский, где в январе 2022 года что-то произошло непонятное до сих пор для нас в коридорах власти. Тут же все это обернулось тем, что президент страны отдает приказ о том, чтобы стрелять на поражение без предупреждения, вводит в страну иностранные вооруженные силы, и все это заканчивается большим кровопролитием. Больше 200 человек официально были убиты, тысячи людей были запытаны, подверглись пыткам, сотни людей были незаконно осуждены и признаны террористами. Все это стало возможным, потому что у нас в стране нет независимого суда. Все суды в тот момент выполняли то указание, которое поступило сверху. Как говорится в рекламе, почувствуйте разницу. Почему такое происходит, думаю, всем понятно. Когда в стране есть независимый суд, реально независимый суд, который избирается гражданами, который никак не своим благополучием не зависит от воли президента или премьер-министра и так далее. Вот такой суд, когда есть в стране, в такой стране с помощью такого независимого суда граждане могут отстоять свои права и свободы с помощью листка бумаги и ручки. Ну, то есть написав жалобу в суд, обратившись в суд. Если же всего этого нет, когда все суды подчиняются только воле одного человека или небольшой кучки лиц, которые находятся у власти, к сожалению, ручка и бумага не помогает. И в таких условиях, когда народ на протяжении многих лет, простые люди, видят, что достучаться до власти законными способами не получается,
то тогда они приходят стучаться в двери власти не с помощью ручки и бумаги, а с помощью булыжников и вил. И такое в истории тоже бывало. К сожалению, достаточно регулярно это происходило. Но другое дело, что во многих странах, где такое происходило, извлекали уроки. После этого суды реально становились независимыми, у людей появлялась возможность достучаться до власти. Извлекут ли казахстанские власти урок из того, что происходит? Лично у меня большие сомнения. Мы видим, что казахстанские власти делают ровно все наоборот. Они пытаются подчинить себе все абсолютно суды. Не удивлюсь, если рано или поздно в двери казахстанских судов придут, к дверям казахстанских судов придут люди с возмущением, и будут возмущаться они далеко не самым легитимным способом. На этом у нас все. Большое всем спасибо за внимание. Вы можете поддержать нас своими донатами с помощью платформы Patreon, либо разовыми донатами с помощью приложения Каспи или Халык по номеру 8 775 570 59 20. Спасибо всем за внимание. До встречи на следующей неделе. Все? Угу. Если что-то надо, я... Не, все. Мы как раз подошли.